в Дегорском районе в селе Кура-Урздон. Его название в переводе с астинского значит «белая река». Все из-за протекающей рядом реки Урздон. Ее вода из известнякового русла кажется белой. Изначально было одно село Урздон с поселками Кура, Карман, Синдикал и Карагач. И только после 1920 года они окончательно разделились. Кура и Урздон объединились в один населенный пункт, а Карман и Синдикал образовали новое селение Карман-Синдикал. Сегодня Кура-Урздон – единственный населенный пункт в Дегорском районе, да и во всей республике, где сельчане – носители уаллакомского диалекта. Его считают связующим звеном между иронским и дегорским диалектами астинского языка. У въезда в село стоит инсталляция в виде крепости. Она появилась больше 10 лет назад благодаря местному жителю и меценату Ахсару Гулаеву. За это время крепость стала одной из визитных карточек Кура-Урздона. В селении сегодня живет больше 1200 человек. Семья Айларовых – одни из старожил. Клара и Владимир уже отметили золотую свадьбу. Больше 50 лет они вместе. В чем секрет крепкого брака? На этот вопрос Клара и Владимир отвечают практически в унисон. 52. 52 года живем вместе. Вот. Ну и Со мной легко живется. она спокойная. Можно с такими людьми и 100 лет жить. Только смех и горе это вместе. Когда горе бывает, тоже вместе мы переносимся. Несмотря на тяготы, которые пришлось пережить, Владимир всегда весел и жизнерадостен. Будучи 5-летним ребенком, он попал в плен во время Великой Отечественной войны, как партизанский ребенок. Вместе с Владимиром был и младший брат. И до прохладного песком прошли. Я вот это как вспоминаю, я не могу даже прощаться. Как сегодня, помню, двухэтажный дом загнали, окружили нас там охраной. Вот. Во дворе поставили большие чаны, бочки какие железные, там мамаливу варили. Вот. И видели, там полицейские поставили, и по спискам давали нам персонально. Там и побыли 3 месяца, и сколько там прошло? Около 4 месяцев. Пешком пошли обратно сюда. Через Кабардино-Балкарию, через Когаловку, через Чикала. И вот обратно сюда пришли. А тут в доме все разбросано, ничего не было. Все Побили немцы. растащили, пока не сюда. И младшего брата похоронили после. Да. Не выдержал вот это условие. Начали работать. После этого школу я окончил 6 классов, 7 классов. И перешел в лес работать. И по сегодняшний день мне и сегодня тоже хочется даже работать. Некому. Сколько лет уже работала? 46, да. 50 не смогла. 46 лет работала. Работа моя была нормальная, любила я. И в начальных работала, и в старших работала. Везде работала, но потом бросила старшие. Там труднее было, мне было легче с маленькими. И перешла полностью на начальную школу. И поработала там, наверное, лет 40 там, а года 2-3 что-то в старших классах. Мои родители вон в первом селе живут, в Синдикал, если слышали, Синдикал. Вот там жили. А потом вот поработала здесь в Урздонской школе 1 год и сыграли свадьбу вот с ним. По стопам Клары пошла и дочь Оксана. 33 года она в профессии учителя. Из них 12 лет она руководила школой в родном селе. 2 детей, 4 внуков. Айларовым удалось создать крепкую семью и стать примером для подрастающих поколений. Когда к ним подходишь, надо с ними разговаривать. Они настроение человека чувствуют. О пчелах Леонид Темиров знает все и даже больше. Пчеловодством занимался его дед, поэтому с детства привил ему любовь к этому делу. Это удивительный, хороший мир пчелы, поэтому я занялся. Я влюблен в пчел, честно говоря. Не сложно ли с ними работать? Нет, не сложно. Ну, не все могут, конечно. Тут склад характера тоже им огромную роль играет. А что нужно? Какие черты нужны? Ну, ветреных людей они не признают.
То есть они сразу чуют Сразу нрав, да? они вычисляют, сможет этот человек с ними работать, нет. Здесь у меня сейчас мало, честно говоря. Ну, для семейных нужд, для родственников, знакомых хватает пока. То есть для на своих, на да? продажу, да, есть задумка такая, что пасека увеличится даже в этом году. И тогда будет, да, на реализацию тоже. Леонид родился и вырос в Кора-Урсдоне. Всю жизнь проработал здесь. 30 лет руководил турбазой Урсдон. По второй специальности Леонид агроном. Всегда любил землю, поэтому сегодня занимается своим приусадебным участком. Село, по его словам, развивается, меняется, но есть проблемы, которые усложняют жизнь сельчан. Райпоевский магазин у нас был, года 3 у нас уже нету, потому что это тупик. Здесь такого оборота товаров нету. И надо тоже что-то придумать. Арендная плата большая. Поэтому начинают заниматься и бросают. Потому что в убыток кто будет работать? И так людям тяжело сейчас. Ближайший магазин, ну вот в Урсдоне внизу открыли, а так где-то за 2-3 километра. Ну вот представьте теперь. Пенсионер едет за продуктами. Аптеки тоже нет, к сожалению. Ну, тоже надо решать вопрос. У Ибрагима Гергиева дома настоящий музей старинных предметов быта. Утюги, кувшины, в которых девушки носили воду, кузница, подковы, ножи, топор эпохи сарматов. В коллекции есть чаша для пива, сделанная Владимиром Солскиевым. Большую часть Ибрагим находит сам в окрестностях или выезжает в горы. Остальное приносят друзья, знакомые, сельчане, зная о его пристрастии к старине. Мужчина знает историю каждого предмета и может часами рассказывать об экспонатах. عادون اشتيرون زاومتا نفضلتها كما يكشتوي يوت زاومتا مسمينا يرون غدا ما في شفاعة سمينا كشترتها ونوي سمي كشتوي يوم فنده ما يوم يافتا كان شابر جاي А музыкатрайды тайм буртканан. يوفون زان جراجي ماني هاي والله جيرك خوما يلاشت هاي رالاشت من فضلتها جيرجتها خودي يا يوبا خبتن هاي نتمتكيت تر جناغ در زاما وموزي من هاي در راغونو كارت سرغنان كو خيوي جلتوي هاي در خون خيرالاشتوي من خوتا غنان ام اول هيرون خوتا كوتوي نمت خوتا на 1909 год. Предметов в коллекции Ибрагима становится все больше, и разместить их все уже не получается. Поэтому он хочет перенести свой самобытный музей в помещение побольше. Вообще к истории в Кора-Урсдоне относятся с большим почитанием. Над селом возвышается сторожевая башня. Достоверных данных о том, кто ее построил и в каком веке, нет. Для сельчан и гостей она точка притяжения. Однако с годами башня стала разрушаться. Еще 10 лет назад она была значительно выше. Никаких данных, кто его построил. Некоторые считают якобы Кубатиевским и тому подобное. Я знаю из нескольких поколений старших, конкретно никто не может сказать. Кубатиевы сюда с моими предками, Царгасовыми Кубатиевы, поселились здесь примерно в XVI веке. Их в то время мало кто строил таких. Вот когда процветали еще советские власти, пацанов здесь, турбазы, все это много было. Пацанам нечего делать, по трещине поднимались наверх, вот где эти дыры наверху, там по четырем частям были вот такие эти, оригинальные, и намного был выше, и разрушили его, их поломали. И не боялись, как оттуда не упасть. То есть сейчас башню надо восстанавливать? Восстанавливать обязательно, потому что и во время войны много пострадал от ненавистных фашистов, но и нам надо сохранить его как-то. Несколько лет назад около исторического объекта установили вышку цифрового телевидения. Сельчан такой выбор расположения возмутил. Это, по их мнению, портит вид, да и территория позволяла, убеждены люди, установить ее в другом месте.
Совсем скоро недалеко от башни появится 5-метровая статуя Нарт-Сослана. Идея воплотить в скульптуре центральный элемент картины Махарбека Туганова «Пир нартов» принадлежит жителю села Сергею Гергиеву. Территорию вокруг инсталляции планируют благоустроить. Это не единственная идея Сергея. Камень находился в 5 километрах отсюда. Это где? Под башней. Башни, которой не знает ни один историк. И не было техники, которая бы доставила этот камень сюда. Мы пытались несколько раз. Потом спекли 3 пирога, отвезли туда, взмолились Богу. И та же самая техника легко доставила сюда груз. О чем я говорю, что мы, когда молились и молимся, мы облегчаем камень. Камни, башни строили так. С молитвой камень легче становился. То есть наши молитвы оживили камень. В селе есть основная общая школа, 9-летка. Построили ее в 90-е годы. И с тех пор капитального ремонта в ней не было. Кровля протекает, часть окон удалось заменить, но половина старые деревянные. Полы, двери – все требует обновления. Школа уже в очереди на капремонт. В следующем году планирует приступить к работам. У нас есть проблема, знаете, какого характера? Многие школы малокомплектная. То есть если в других школах городских или, да, скажем, где укомплектовано много детей, то у них нет проблем со штатами, там может несколько учителей. У нас, к сожалению, у одного учителя, возможно, что даже не бывает полной нагрузки. Мы приглашаем из других районов, из города. Ну, то есть по мере возможности стараемся находить отсутствующие в нашей школе отсутствующих учителей, предметников. Но у нас есть очень серьезная проблема – это транспорт. Вы видите, да, что транспортная развязка здесь никакая. Мы находимся, за нами горы, лес и тупиковое село. И если здесь не будет прямого рейса, то очень сложно. В последние месяцев 5 назад сняли второй рейсовый автобус, который был очень удобен. То есть люди приезжали на работу, добирались, приезжали, уезжали. А сейчас нет этого автобуса. Объяснить ни автоколонна, ни, скажем, автохозяйство нам не смогло, на основании чего этот рейс сняли. Хотя обращения были не раз к ним по этому вопросу. Сказали, что решат вопрос, но вот с декабря месяца по сегодняшний день вопрос не решен. Соответственно, мы, конечно же, страдаем. Школа носит имя Юрия Созаева. Больше 50 лет он руководил образовательным учреждением. Ветеран труда и заслуженный учитель Северной Осетии Юрий Созаев пользовался большим уважением среди коллектива и сельчан. Наша школа носит имя Юрия Керменовича Созаева с 2010 года. После его смерти по ходатайству жителей селения Кора-Урздон и работников нашей школы было присвоено имя Юрия Керменовича. Он вложил очень большой труд в эту школу. Эта школа строилась, когда он работал директором в старой школе еще. Я же с Юрием Керменовичем работала очень долго. Я пришла на работу в 1975 году, и около 40 лет мы проработали. Очень был требовательный, компетентный человек. Во всех вопросах он разбирался очень хорошо. Он был требователен не только к коллективу и к учащимся, он был требователен прежде всего к себе. Турбаза Урздон долгие годы была визитной карточкой села. Отдохнуть и поправить здоровье сюда съезжались из разных уголков страны. От старого здания остался лишь один корпус, да и то стены. Но принять лечебные ванны можно и сегодня, в современных условиях. Сейчас вместо турбазы здесь оздоровительный комплекс. 2- и 3-местные номера, питание и, главное, возможность укрепить суставы, нервную систему и наладить работу организма в целом. Люди приезжают и довольные, уезжают, несколько сеансов сделают и уезжают довольные. Прямо здесь во дворе источник, отсюда подается в ванную. Можно и пить. Комфортабельные номера там, вплоть до микроволновки. Душевые кабины там, ванна, все. Свежий воздух, особенно утром, вечером здесь вообще бывает
птички поют. Сегодня комплекс при полной загрузке может принять до 30 человек. Речку, которая протекает через село, тоже можно назвать местной достопримечательностью. Летом она притягивает сотни отдыхающих. Мы находимся у берега реки Урздон. В 2020 году здесь провели берегоукрепительные работы. Но после обильных дождей подмывает участок примерно в 20 метров, и вода затекает в углубление в стороне от реки. В результате образуется небольшое болото, что причиняет дискомфорт для жителей близлежащих домов, так как появляются комары, змеи и лягушки. К слову, это территория дачных участков. В 2022 году специалисты Минприроды обследовали проблемные участки. Берегоукрепительные работы запланированы, но точную дату пока не обозначили. А этот арт-объект знаком практически всем в нашей республике. Уличная библиотека появилась в Центральном парке Владикавказа несколько лет назад. Это проект жительницы Кура Урздон. После реконструкции парка объект не вписался в концепцию территории и переехал на родину автора. С 2008 года администрацию села возглавляет Рема Гулаева. Меценаты и спонсоры, выходцы и жители села, говорит она, постоянно помогают в благоустройстве. Так, благодаря Ахшару Гулаеву построили новый мост, который соединяет две части Кура-Урздона. Раньше на его месте был лишь пешеходный мост. Скорая помощь и жители были вынуждены добираться по объездной дороге. Это детская площадка, она является местом сбора всех детей. Она у нас появилась благодаря спонсорской помощи выходца нашего села, который на данное время живет в Казахстане. Он любит очень свое село и всячески нам всегда помогает. Мы даже не просили его, но он сам закупил еще точно такая же площадка возле здания администрации. Очень много чего хочется и очень много чего у нас не хватает. Ну вот на данный момент, пока мы уже начали строить объездную дорогу протяженностью 5 километров, она как бы объездная, но проходит и через село. И она очень разбитая, конечно, неудобств было очень много. Но сейчас вот комитет дорожного хозяйства уже начал работу. Конечно, наши поперечные и внутрипоселенческие улицы, они, конечно, тоже требует капитального ремонта. В ближайшее время в селе появится и футбольное поле. Это, как и уличная библиотека, тоже проект жительницы Кура Урздона. Реализовать его удастся благодаря гранту форума «Машук».